Агрба-9 – это 16-этажный дом в новом районе, который известен всей Абхазии своими живописными муралами. Весной этого года здесь полностью завершили фасад дома. Но радость жителей омрачает тот факт, что в подвале дома стоит канализационная вода. Вот здесь, в подсобном помещении, нас встречает рой комаров. А вот и лестница, которая ведет в подвал, но спускаться по ней мы не будем, потому что больше чем на метр он заполнен канализационной водой. Этот подземный бассейн облюбовали комары. Тут настоящий рассадник кровососов. Жильцы 16-этажки каждую неделю травят насекомых, но скорость их размножения гораздо выше. Пол усыпанных трупиками, а потолки облеплены живыми и голодными комарами. По словам живущих тут людей, об их проблеме давно знают и в домоуправлении, и в городской администрации. И обещают все починить, но ремонт подвала постоянно откладывается. Когда дом сдавали, и здесь все правительство было, и тогда мы тоже к Агрбе обращались, сказали, что помогут, сделают, только обещают. После ремонта, да. Мы даже писали заявление, чтобы вместо муралов, вместо трат на муралы сделали бы нам подвал. Ну, сказали сначала муралы, потом подвал, что все это сделается, но никак не сделалось. Обещают. Этот вопрос знают везде. И в городских властях, и в местные домоуправные знают. Когда сдавали этот объект, когда надо было перед президентом гацануть, мэрия города нам обещала, что подвал абсолютно сделают так, что можно будет мамалыгу там кушать. Факт налицо, вы это сегодня видите. Все люди, которые здесь стоят, прекрасно знают, что жить здесь невозможно. Я, например, на 9-м этаже живу, войдите, комаров полно. Я уже не говорю за нижние этажи, это невозможно жить. Уже 3 месяца, как сказали, 3 месяца люди старые, дети кусают комары, это от него можно... Все тиф заболеть, вон какая. Тиф, брюшной тиф можно заболеть. Улица Агрба 9 номер, то там проблема такая же, как во всех домах, просто реально мы несколько раз уже, 2-3 раза в мою бытность заместителем города помогали людям, откачивали воду. Проблема там тоже, как и во всех подвалах, с дренажной системой. Она очень ветхая, устаревшая. По словам Константина Тарба, проблема затопленных подвалов в Сухуме одна из наиболее острых. На очереди ремонт сотни канализационных систем. Но в этом году удастся отремонтировать только 20. Здесь вообще глобальная проблема с подвалами, но мы работаем в этом направлении. Мы создали несколько бригад, собрали. Они работают в постоянном режиме. Мы не оставляем ни одно заявление без внимания. Мы сами лично выезжаем. И на Агрба-9 мы 3 раза выезжали, смотрели. Чтобы работать более эффективно, в администрации столицы оживили ЖРСУ и начали собирать ремонтные бригады. Но пока чиновники оживляют работы служб, жители многоэтажек задыхаются от смрада, который распространяют нечистоты в подвале. Как рассказывают люди, они были воодушевлены, когда в доме стали восстанавливать фасад, так как к нему обещали отремонтировать и критическую инфраструктуру. Но за красивой картинкой так и остались гнилые трубы и худая крыша. Сказали, мы вот это рисунка закончим, потом мы сами абхазцы будем делать. Абхазцы до сих пор ничего не делают. Не делали. Там воронки должен стоять в горловинке. Нету этой горловинки. Не поставили. Кафель каждый подъезд должен было. Не сделали. По словам чиновников, люди тоже должны прилагать усилия к тому, чтобы все коммуникации работали как положено. Во-первых, исправно оплачивать коммунальные услуги, а во-вторых, соблюдать правила эксплуатации сантехники. Каждый раз на Агрба, на Эшба, на Назадзе мы приезжаем, выкачиваем воду, начинаем прочищать дренажную систему, канализацию, вытаскиваем там средства личной гигиены в больших объемах, тряпки, мешки, сетки эти из-под картошки, вилки, ложки. Если так пользоваться, то никакой ремонт тоже не поможет. Все будет происходить в том же порядке.
даже при новых дренажных системах и канализационных отводах. Как рассказывает Константин Тарба, чтобы обеспечивать эффективную работу коммунальных служб, необходимо достаточное финансирование. Но откуда взяться деньгам, если оплачивают коммунальные услуги только 30% населения? Да и по тарифам, которые в 4 раза ниже адекватных современным реалиям. По словам Тарба, проблема с канализацией в доме номер 9 по улице Агрба начнет решаться в течение ближайших 2 недель. Работы по осушению и ремонту подвалов во всем городе планомерно будут вестись и дальше. Но с учетом финансирования, ограниченного числа рабочих рук и масштабов бедствия, процесс этот может растянуться на долгое время.